задние, которые находят на боковые. То есть у них нет здесь соединительных полос. Так, собственно, вот. Как мы видим, они такие простые, да, без особых украшений. Но вот шлем, например, из Дюрсо Краснодар уже идет с подложкой, если вы посмотрите между пластинами, да, которые купольные пластины, они идут с подложкой из медного сплава, с чеканкой, такими выступами. Вот здесь они видны желтого цвета. Получил пластин, и уже идет подложка, такая же чеканная. Этот шлем датируется, получается, 9-го, начала 10 века. Отличается техника самой инкрустации. Я так полагаю, что те шлема, что были до этого, что я показывал, они немножко были раньше изготовлены, а вот этот, возможно, либо в одно время, либо немножко позже. И почему, объясню. Это вот, и, естественно, она не прилипает из-за того, что листы между ними. И получается, она равномерно растягивается и толщину дает там. Просто вот надо, наверное, по такой технологии работать, и как раз она дает количество шлемов сразу, и они все цельнотянутые. Ну, то есть, считай, выбиваешь один, а получается несколько. Как бы есть свой резон, скажем так. Когда здесь, например, 4 надо все выбить, подогнать, там каждый. Ну вот я думаю, как-то так. Ну, тоже как бы больше как поточка идет. Ну, потому что мы можем видеть те же норманки потом. Ну, вообще, все производство, это все потом. Это куда ни крути, нет никакого... Да, может, было какое-то подражание там, местного кузнеца, но мы видим по большинству шлемам, то, что они в этом, они все похожи, да, ну то есть линейками какими-то определенными, они все похожи или вообще одинаковые практически. И это как раз говорит об одном там, максимум, может, 2 центрах производства. Вот. И там как раз это был поток. Как ни крути, это все поток. Мечи, поток, все профессиональное вооружение и защитное, военное, это все поток. Ну и шлифовка, скажем так. Да, то есть ты зацепил, что ты сторонник более качественной, более лучшей шлифовки и все остальное. Но любая шлифовка это минус металл. Металл в пыль. А вот, ну, мне кажется, это один как бы, такой момент. Я понимаю мечи, да, то есть их всякими, опять же, этими вычищали. Ну, шлема тонкостенный, да, то есть вот эти металлы, особенно когда много блокирующего слоя, да, то есть он весь блокированный. А вот много каких-то именно накладок, либо, по-моему, 7 века был, да, то есть мелкими... Которые закрывают полностью. Да, то есть, ну, и таких много. Смысл их вычищать. Если он еще ложится, еще там, ну, как там 0,7 миллиметра или сколько, я не знаю, толщина блокирующего слоя, да, то есть, или защитной там меди, которая потом уже... Ну там 0,4, по-моему, 0,5, что-то такое толщина листа. Ну, я понял вопрос. Я имел в виду именно, во-первых, шлема, которые не закрыты ничем, в принципе, да, Бергман. Во-вторых, вот, например, возможно, вот шлем из Ярма, он был такой вот какой-то, даже вот эти вот вендельские шлема, которые закрывают. Изготовление целетянутого и сегментами, что быстрее, что более практично. Ну, на самом деле,
можно, ну, как бы я тоже делал и то, и то. Например, ну, я просто приведу как бы человека, который занимается латными доспехами постоянно. Да, ну, Макс Зубов. Он говорит, что цельно натянутый, и в принципе я с ним соглашусь, сделать проще, чем из кусков. Почему? Там каждый кусок надо подгонять, а здесь у тебя 2, максимум 3 лекала, и ты пошел просто в выколачивать. принципе, и все, и выколачивать. Да. А здесь надо подогнать с каждой Вот сегмент. опять же ответ в том, что получается То есть из медного сплава с цинком. Они были желтого цвета. А на вот этом типе шлемов эта подложка именно медью, потому что она красным цветом. Как и накладные пластины, которые позолочены, которые обтягивают эти 4 сегменты шлема. Либо какая-то пакля использовалась, и все это прошивалось. Но это опять же таки зависит от типа шлема. Если это, например, римский шлем, он имел низкую посадку, то есть не сфероконическую форму такую высокую, а низкую посадку. То есть если ты его надеваешь, у тебя практически он близко к голове находится. Получается, что и шлема вендельского типа, они очень часто очень низкие. И, например, такая конструкция, она как бы сюда подходит. Но если мы берем шлема сфероконические, да, или те же норманки, которые высокие, здесь уже надо придумывать какую-то конструкцию, так называемая система парашют из кожи с лепестков, которая подвязывается за основание шлема, да, и как будто получается голова не соприкасается со шлемом. И все думают, есть ли источник на это или нет. Ну вот я нашел такой источник. Это шлем из Кёльна, получается 6 век. Роговой шлем, он маленький, это для употребления мальчика. Но мы видим, что здесь хорошо сохранилась кожа, которая была в шлеме. Это была, ну, как будто такая шапка, да, сегментов. И она давала как раз, подшивалась снизу, ну, то есть как бы предшественник такого парашюта. И она давала вот это расстояние между шлемом и головой. Ну и следующее, то, что я смог найти, это все-таки уже поздние, но тем не менее такие же высокие шлема, и мы видим, что там этих парашют. Вот, сегментами либо 4, либо больше. То есть, что мы можем, в принципе, использовать для наших реконструкций. Так, ну, наверное, все на сегодня. Да. Все, вопросы.